В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Отдавая дань уважения. هر نعمة ويقاشي تناقة بغلا بقدوش أحمد حجاء تشينز عقلهن غلبوش بولا ويحيى الدوينل دولك أنت بعندوش إهيت مهلوش دال سيرازوت أوبل دويلا. В селении Биной провели религиозные обряды в честь первого президента Чеченской Республики. Встреча с Альма-Матер. قدمش سقط يخلر كوميرش خلر غلطولش خلر صوبري خلر ونخشلتن خلر Первые выпускники Ахмата Хаджи Кадырова собрались в Курчаловском исламском институте, как вспоминали политиков. Защитники Родины. Цель победить у меня. Из Грозного в зону проведения спецоперации отправилась очередная многонациональная группа добровольцев. Расскажем о настрое бойцов. Человек, который стал символом спасения чеченского народа. Рожденный вдали от исторической родины, первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров впитал традиции, язык и веру своего народа. В канун дня рождения политика в высокогорном селении Биной провели религиозные обряды. Наталья Депутатова с места событий. В горном селении Биной сотни жителей и представители одного из старейших тейпов Биной, к которому принадлежит и род Кадыровых, собрались около центральной мечети имени Арсангири, чтобы почтить память легендарного человека. إتى بغدين إتى الغدين جدينا ح وين حلقة ولا نقشق عن برق داقن تغن هر لامن تيور تيور هو بين حدا حاجة أسواق بو تولنك خزنك تين تنها حق الخزدوتي المجدك دوش تويش يوش كولش يو كولتورني نبروليني полностью. Мероприятие провели в память о первом президенте Чеченской Республики, герое России Ахмат Хаджи Кадырове. В мечети собравшиеся совершили коллективную молитву и прочитали мавлид. عالم مارشي دول شوي هر خلرنا هر نعمة ويقاشي تناقة بغلا بقدوش أحمد حجاء تشينز عقلهن غلبوش بولا ويحيى الدوينل دولك أنت بعندوش إهيت مهلوش دال سيرازوت أوبل دويلا دال هرساق أوبل دويلا. Сейчас, в эти непростые времена, когда чеченские воины во главе с Рамзаном Кадыровым в рядах армии России ведут борьбу с нацистами на Украине, защищая мирных граждан и освобождая территорию от укронацистов, как никогда раньше вспоминается то далекое начало 2000-х, когда Ахмат Хаджи стал во главе своего народа, чтобы привести людей к сегодняшнему миру. ويد أيوش بكليني دعملي لناهن دقجو هي ناهن يازدين شتاح نيك شتاح إيش تمن داح ووزا بيتا بيشون دارتو أربعين بولني ديلني بر ديلني داكو يشتو مل هيجا ويتغن وش وكيجول رمضان أحمد يشتو مل يشتو داخ تيرنان مخنان أيمان اسمال دنيا ليتس ضيون ديو أشتو ناهن إذا دعدو زوج وين دخل دقالات تانقي ساعد أشتو قدين. Позже представители духовенства, старейшины, а также чиновники и жители села провели на площади перед мечетью зикр. Люди не устают вспоминать Ахмат Хаджи. Сейчас мы живем в процветающей республике и наслаждаемся мирной жизнью. Но так было не всегда, и люди прекрасно помнят об этом. И помнят также, кто стоял у истоков сегодняшнего благополучия. تغلر ويل نوتش دول حلا ونقولشتو ترى عم تجري وانا رسي واحد الدنيا مش بس متاع بروبليم شو ديال ايتنز بدولش ح وحلا ويل دابا عندوش خزتا يعني يرد شوي خزتا يعني جود شوي حتى انا متشوال لامبو حلوه شيء وي لانش تندو وي اذا جيش ود ام حاجه بيرتك وي ولش مخدي
حلقة بعد أقولش بنيق بعمدوش أقولش تو. Позже здесь же на площади перед мечетью было роздано мясо 15 бычков. Эта благотворительная акция проводилась региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны Кадыровой. Множество различных мероприятий в эти дни проводятся память о великом человеке по всей республике. Все они призваны еще раз напомнить жителям о том, какой ценой народ пришел к сегодняшнему благоденствию и процветанию. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В региональном управлении Росгвардии состоялся религиозный обряд жертвоприношения. В мероприятии приняли участие начальник управления Шарип Длимханов, руководящий состав ведомства и богословы. События приурочили 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и организован при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мясо жертвенного животного передали семьям погибших сотрудников подразделений ведомства. Все эти мужественные воины отдали свои жизни за мир и процветание нашей республики. أعمل عجي بيرت بعمدوش مخكل أرحى دوخش لو ساغنش ديش لو الماجدكش نا وصل ديش وين مثلا أعمل عجي ترى فوند دا غاز قبل دولتون وين مخكنا أمانة نسي كيو قلاعيوش دا العال شيلي فوندو غير جان مسك جان ميل ديش لو ترى فوندو. В памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в селении Эртон провели религиозные обряды. Здесь находится зиярат матери Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость Хеди, истинной мусульманки, скромной порядочной женщины, оставившей яркую память о себе в народе. Собравшиеся отмечали роль политика в становлении мирной жизни в регионе. Лейла Муртазова с высокогорного Веденского муниципалитета. Религиозное мероприятие, приуроченное к 72-летию первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, началось с обряда зикр, в ходе которого собравшиеся восхваляли посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего. Участие приняли жители района и представители регионального отделения партии «Единая Россия». Сага провели в зиярте Хейди, матери великого шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, который находится в селе Эртон в Веденском районе. Каждый год к этому месту направляются тысячи верующих. Организаторами данного мероприятия выступило региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках регионального партийного проекта «Дахранех». Они проводят его ежегодно. وين طبعا حقدو أعمد حاجة تنبنا وسنسخن بالدقيقة لنا وستي يجدق على بره تير لا رمسي دره لا إن شاء الله خديو وشخنا إيش بلش بيشه وتعب يقدو لا الله تدا. Жителям этого района раздали сахар и муку. Каждый из них старался сказать что-то хорошее об Ахмате Хаджи Кадырове. اشتوى مارش دعانا دوش عوش خلال ديل بوربانس أحمد حاجي غتنا Целью совершенных обрядов стало почитание национального героя, подарившего мир чеченской земле, нашего первого президента Ахмата Хаджи. Отметим, что подобное религиозное мероприятие, приуроченное 72-й годовщиной со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, проводится во всех районах Чеченской Республики. Лейла Муртазова, Сайдалям Пукаев, Вести, Чеченская Республика. В религиозном комплексе Ажинбеш в селении Ахматюрт прошел конкурс часов Корана, приуроченный к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие проводилось в двух категориях: среди женщин и среди мужчин самых разных возрастов. Всего в нем приняло участие 90 человек, которые продемонстрировали свои навыки. По решениям судей, 3 из самых лучших учеников в обеих номинациях получили специальное свидетельство от исламского комплекса Ажинбеш. Оно подтверждает, что ученик окончил полный курс по изучению священного Корана.
هو حجة حا بعصو مطعن وكيجي نشبو بقى نشبو وران أقا عمدسي لقى رينش أقا ديشرسي باش بالبو إشتا أنا قصة خزقة خلط خونا أقا وسيرسيسكي كونكورس أقا ديري بيان تاخل تانا كونكورسيرا حق حجة صارت عوان والله وين مطعن ما حاجة بيش صارت عوان مطعن ما تاخا سيرسيسكي الكونكورس وبيرمست بحنا على إسخزقة خليتونا يشتاقي مشبوق قاعد سيلوش دالا ويميخ كداسة دالا شوية سو ميل ديشتولا المينا دين ليل دريحة دين ماشري ديل دوش لق داقرا ميل ديشتولا ما دالا دنيا نا قيمتين دادي كان سبيقن بويتسون دالا عاشوليس والحمد لله رب العالمين. В Пурчалоевском исламском институте первые выпускники провели встречу, отдавая дань уважения Ахмату Хаджи Кадырову. Именно он заложил основы академического образования в области теологии на Северном Кавказе. Подробнее в следующем материале. Восхваляя Творца и поминая Его посланника, верующие сошлись в едином зикре под открытым небом. Это первые выпускники Курчалоевского исламского института. Каждый год они собираются для проведения религиозных обрядов в канун дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в своем альма-матере. Отдать дань уважения человеку, внесшему огромную лепту в создание института. ВУЗ первый в регионе в своем роде и стал олицетворением начала новой страницы в духовной жизни. Из данного учреждения вышло много известных богословов, общественных и политических деятелей. Среди первых выпускников был и вице-премьер, министр финансов Султан Тагаев, и нынешний ректор ВУЗа Хож Ахмад Ибрагимов. Им лично Ахмат Хаджи Кадыров вручал дипломы. أحمد حسن والستجا خلق نقاحة كرو خلق الدرش تحكي جدر إذا بخارة تشكين تحت دشنا وعطاء مخكح دنيا نشعوز وشوق علم استجور هتي تحكي جدرش نح شيء دوز للا كي جت هدرش نحها تحط وسيخ شيء هوس من دقة يخر دقة كوميرش ور برستوي ور دقة إنزلج أو غلق دلوش ور إنزلج أو صوبر دلش ور وين تنجح دوزن دل كتشة شا اشتعل أدمش سأت يخلر كوميرش خلر غلق دلش خلر صوبر يخلر قونق شلتنجح خلر إكتش تقوين تنجح دوزنش. Муса Эдельбиев, один из выпускников института, гордится тем, что свое религиозное образование получил именно здесь, ведь его учителем и наставником был Ахмат Хаджи. أحمد حاج إسكويرتا وولش وكرشلو الحجرة توكيجي دول زمان شو عديش ديحكيرتو فوزا ده هريح كتر حال دنيا نستلر دين دوزر دنيا تغير خلقا يقع تبيت بيركة دالي ترعال شو إشتون حيح بول تون أنل دين بول أحمد حاجة دال ديقل ويليس وجه أحمد حس محمد قنر محمد حاجة الزمان شو حجر دول ديشل بول نصو حاجة دال ديقل ويل اشتاجر او دوق بيركة تعاوج شيء شو دوزل شتو دوش سن تدولو ديش توالش ديش تغير خلقا أدمن بي دقيتيت عال شوان ستارة تون دي دقاقة هيجر إذا مشا خل زاما يرئيز غيل زاما يرئيز طلع إزاما شوها دقر توقي دار تستار حق دولقا كوزا دقا بيانشكا مطعلم شديشة ديشة شاك بولا ويمخكنا دوق بيركة تياجن ميتيج يوهر تون قاستنا هر كشلو هر يورت هر حجر سيلاحيو كوزا او علم سعية سرس هر علم تون صدر ريح كتر كورت قهيق بول آمد حاج دائما تنليرم تبوقا بولش طاقة سنجر ويمخكن قدا ميل بيل بول بيدا ميل ديل دول بيركت دال تنديكن سبيقن بيش تهن بوصلنا قاسن حق حجر علم آمين بول شارة دينيق ميل حوغا شيكو يوش دال اشتا تنيل ميل تنداقا چور يولشا ВУЗ назван в честь Ахмата Хаджи Кадырова, и это символично. Образовательное учреждение выпустило около 800 богословов, а еще 400 обучаются. Сегодня у нас целых 7 школ Хафиза, есть 2 высших духовных учреждения, около 400 медресе. Строятся красивые мечети, свободно исповедуется религия. Это то, о чем так мечтал Ахмат Хаджи Кадыров, и делал все для того, чтобы это время настало. Но главное помнить, каким трудом все это досталось, и суметь сохранить и приумножить. Рамзан Абуев, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. 16 семьям в селениях Бердыкель и Чечена-Ула вручили ключи от домов. Все они относятся к категории нуждающихся. В торжественной обстановке ключи вручили официальные лица. Обо всем по порядку в сюжете Мадины Кураевой.
Поздравить новоселов и вручить заветные ключи прибыли официальные лица. Дома построили за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики. وتعداء لله كان خلي الشوليال ديل يجنو خادم باش والمحبوب عليه الصلاة والسلام دال أدلين دوشتال فرز لامز فرز عمل عيال جول يا خوب قريز دقة وصوبنا خنا خزخيتي تردو الله لخن أطول غسمش شوبانا دال خاستم بيشه نيسو عقروتار دال وزبا بول الشوع دقة شرشكا بول إيمانا إسلاما بيركتها سير دقني سمو ميل دول بتشوع بيخش ميل بو أرهوس بشين والسنة الله دالا بيركتي يوشول يالوريو ديل ريز وشول عملو الدع يازيريو بيسخل وجه الله دالا ويمحكن تقاقي قزل سقوش رم سقوش زينش ظلنش بالش سقوش دالا دائما نعمة ثاني زويل وي دال بالي تزوش دال إحا بيركتويل والإله ديل ريز غلشن. Прочитав дуа, гости осмотрели дома. Всего новое жилье в селении Бердыкель обрели 7 семей, в Чеченауле 9. Дома полностью готовы и сданы под ключ. Планировка у всех идентичная, в каждом есть по 4 комнаты, подведены все коммуникации. Кров построили семьям, оказавшим в сложной жизненной ситуации. И такие акции благотворительная организация проводит на регулярной основе. كورتير تين واش خصمش كشي دعتر بنا إذا وي مخكده رمضان حاجي عمر ثاني وريجنا يعني بشيء سنة فوند عمل حاجي تعرف ده أزوات أبو ده تون جوجل إيماني سينس فينانسيرو دياشة إناخ شيء خصمش دعتر بنا هر اتناخ عندنا تعاشر دو قنا واسطة منسبوليتنا دو هندا أشياء منسبوليتات نيت خوشور بات أطول خلباخش بونا أنا شيء خصمش دعتر با. Комнаты просторные, полностью обставлены мебелью. Таким условиям жильцы безмерно рады. Среди них и Фатима Сабирова. В семье их 10 человек. Прежний дом сгорел, после чего приходилось ютиться в съемной квартире. На просьбу о помощи ответили сразу же. И мебель, спальня, и мягкая, и кухонная, и ванная, и умагар, и двор. Все под ключ. Харкал аля, Аймани Несивина, Рамзан Ахматовичина, Родерна, Харзину Адаларна. Впереди у семей приятные хлопоты по обустройству и счастливая жизнь в новом очаге. Мадина Кураева, Резван Насипов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошла ежегодная межрегиональная патриотическая акция экспедиции памяти. Их увозили от войны. Встречу организовали участники межрегиональной общественной организации Общества содействия развитию культуры и спорта «Берег» совместно с Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерством туризма. Первым делом гости возложили цветы к обелиску Ахмата Хаджи Кадырова. Далее сотрудники мемориала провели для них экскурсию по музею, показали рабочий кабинет политика, личные вещи, фотографии и рассказали о жизни национального лидера. В завершении прошла торжественная передача гильзы с землей, взятой с могилы чеченских воинов-защитников Невского пятачка. Музею также передали экспонаты, найденные в местах боев, книгу памяти воинов Чеченской Республики, погибших во время Отечественной войны, а также вымпел и флаг представителям спецназа «Ахмат», с которыми пересекались в боях во время СВО. Цель проекта – сохранить историческую память и не допустить пересмотра истории. На наших мемориальных кладбищах в Невской Дубровке, на Невском пятачке, золотыми буквами высечены имена героев-чеченцев, которые свои жизни положили на алтарь победы. Благодаря им живем мы сейчас. Благодаря им мы отстояли, наши деды и прадеды отстояли наш город. Благодаря им, конечно же, мы победили над фашизмом. И сейчас, конечно, очень важно быть достойным их памяти. Сейчас происходит все то же самое. Мы должны победить этот же фашизм. И мы обязательно это сделаем.
Жителю Запорожской области оказал помощь региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На сей раз рука добра дотянулась до поселка Славянки Михайловского района. Командир батальона «Юг» Ахмат Муса Иблаев узнал о Данииле случайно от продавщицы сельского магазина, которая из жалости приютила мужчину в своем доме. В 54 года он остался один на один с катарактой обоих глаз 4-й степени. Эту информацию командир довел до фонда, после чего мужчине сделали 2 операции. Конечно, реакция сразу молниеносная, насколько это возможно, учитывая то расстояние, на котором мы сейчас находимся, это более 1000 километров. Да и точка не самая. Да, это уже не первый случай. Несколько таких самых необходимых населению. И в больницу медикаментами помогали, и церковь восстанавливают, и много-много, все даже не перескажешь. Даниил признается, что возможности провести дорогостоящую операцию у него не было. Живя в чужом доме и перебиваясь временными подработками, мужчина был в отчаянии, но тут в его жизни произошло настоящее чудо. Большая благодарность фонду. Земной поклон всем. Работаем во благо Отечества и народу. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вылетела новая группа добровольцев. На базе Российского университета спецназа они прошли военную подготовку у лучших инструкторов. Каждый боец заключил контракт с Министерством обороны, что гарантирует все льготы и социальные гарантии. Проводить их прибыли официальные лица республики. Репортаж Мадины Нусалчиевой. Очередное утро в Грозненском аэропорту началось с отправки 200 добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Проводить новобранцев прибыли должностные лица региона. Они обратились к бойцам с напутственной речью. Ассаламу алейкум! Бойцы, у нас такая, можно сказать, уже традиция, что мы каждую неделю к нашим бойцам, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, отправляем наших братьев-добровольцев. И очередной раз мы собрались в Чеченской Республике по зову сердца, по призыву главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с начала военной операции на территории Донбасса и Украины взял на себя основную нагрузку именно по отправке к местам проведения СВО бойцов из Чеченской Республики, в частности с Росгвардии, с МВД и наших боевых товарищей, боевых братьев, добровольцев из всей нашей необъятной родины России. Бойцы, в ближайшие 3 месяца вам тоже по воле Всевышнего придется бороться с этим фашизмом. Последние 10 дней вы проходили учебку на территории Российского университета спецназа. Мы надеемся, что вы обновили свои навыки, исходя из того, что среди вас есть много и бывших сотрудников, бывших бойцов, участников военных операций. Благодарим руководителей, а также инструкторов Российского университета спецназа. Также хотелось, бойцы, от вашего имени поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, нашего первого президента Чеченской Республики, который с начала военной операции на территории Украины Донбасса обеспечивает добровольцев, снабжают после отправки всем тем, что необходимо именно для бойцов. Когда враг, когда опасность настигает родину, истинные мужчины, они всегда испокон веков выходили на защиту своей страны, своей семьи, своей родины. Таким же образом мы взяли благородное дело на себя, и мы собрались сегодня здесь. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. За нами правда.
Многие из добровольцев уже имели боевой опыт участия в специальной военной операции и продолжают принимать в ней самое активное участие. Все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа. За последний год прошли подготовку в Российском университете спецназа и отправились на линию фронта более 10 тысяч добровольцев из Чеченской Республики и других регионов России. Инструкторы готовят по самым востребованным направлениям, а программа постоянно обновляется по мере получаемого опыта с передовой. Они оставили прежний образ жизни ради того, чтобы направить все свои силы на защиту Родины. Сотни людей разных национальностей, объединенные одной целью. Благодаря сильной поддержке Рамзана Ахматовича Кадырова, ему от крымчан большое спасибо. Спасибо за обучение нашим великолепным инструкторам. За нас молитесь, а победа мы вам принесем. Цель победить у меня. Цель победить эту войну, потому что смотреть на то, как страдают люди там, вообще нереально. Поэтому настрой именно победить, именно почувствовать победу на земле, которую мы завоевываем. Всем необходимым бойцов обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рюкзаке спальные мешки, аптечка, комплекты одежды и бронежилеты. Мадина Толчиева, Резван Насипов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Военным, получившим ранения в зоне СВО, а также мирным жителям освобожденных территорий помощь оказывают медики из подразделений «Ахмат». Все соединения медсанчастей в новых российских регионах работают под началом Рамзана Альдибирова. В госпитале бойцов лечат от пулевых и осколочных ранений. На освобожденных территориях открываются новые мобильные и стационарные госпитали, в которых военным проводят все необходимое лечение. Регулярно от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сюда доставляют медикаменты и продукты питания для раненых и медперсонала. В принципе, у нас из лекарств все хватает. Как я уже ранее говорил, фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, надо доставлять все. После заказа на второй, третий день. Так как у нас основные травмы идут, это сотрясение, баротравмы, осколочные ранения. Давайте элементарно возьмем, летерин. Тоже для улучшения микроциркуляции сосудов головного мозга. В принципе, взять и сказать, что такого лекарства нет, у нас такого нет. Практически все есть. В селении Кенхея открылся автомобильный мост на 9-м километре подъезда от автодороги Шатой-Шара-Аргун-Химой. Его протяженность 21 метр, ширина 12, длина подходов 168. Капитальный ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот мост является очередным подарком для горного села, хоть он и небольшой, но очень важен для обеспечения транспортного сообщения с другими населенными пунктами. Торжественное открытие приурочено к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На нем присутствовали представители республиканских властей. مخكدا رمزان عجيب وين يقول اللي غدر فوند يرشلشو فوند بيقول خو يرشلو نسي الماني عجيب يا وين سير بقى مدلره دزل يقول قوتش ديش اي سايتي عردوش خير دويتي دلر دويتي بوخشيكو يقعيوش يقول خش ديش بولو ابو بكر حجي كل برقاد قولنا وسيئير شمابويله. Вечер памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошел в Чеченском государственном педагогическом университете. На мероприятии присутствовали педагоги, историки и представители творческой и научной интеллигенции. Все они сказали теплые слова в адрес политика, отметили его заслуги, достижения и огромный труд, благодаря которому у республики сегодня мирное небо над головой. Также были прочитаны доклады в завершение события 44 лауреатам стипендий имени первого президента Чеченской Республики вручили дипломы. В Грозном прошел республиканский этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех».
В нем приняли участие представители малого и среднего бизнеса. В качестве почетных гостей присутствовали министр экономического, территориального развития и торговли Рустам Шаптукаев, а также председатель Татарстанского регионального отделения «Опора России» Азат Газизов. Каждый участник презентовал свой вид бизнеса и его влияние на местную экономику. Финалисты конкурса приглашены на финал федерального этапа. Он состоится весной следующего года. Все, что наши уважаемые гости видят в нашей республике, особенно в столице, которая сегодня может конкурировать с крупными мегаполисами, все это благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, человеку, который отдал свою жизнь и посвятил себя служению народу. Вот та команда, которую он схватил во главе с Рамзаном Ахматовичем, смогла достигнуть всех этих высот. И мы хотели бы подчеркнуть именно этот момент, чтобы не только жители региона знали историю, но и наши уважаемые гости, приезжающие туристы. Это первое и самое важное. Второе. Чеченская республика сегодня занимает лидирующие позиции по ряду федеральных рейтингов среди МСП, среди социальной сферы, культуры, здравоохранения. В принципе, по всем направлениям. 17-й шахматный турнир, приуроченный ко дню рождения первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, собрал в Доме профсоюзов порядка 40 человек. Соревнования, направленные на популяризацию шахмата в регионе. Турнир проходил по швейцарской системе. Кто стал победителем по итогу 8 туров, расскажет Турпалали Тайсумов. Интеллектуальная игра, любимая миллионами. Около 40 человек оспаривают звание победителя в ежегодном турнире Кубок профсоюзов, приуроченный ко дню рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Во время партии важно быть спокойным и не думать ни о чем постороннем. Как известно, чтобы не дать себя обыграть, нужно перед каждым ходом тщательно просчитывать возможные последствия. Традиционно соревнование проходит по швейцарской системе, когда победителем становится тот, кто наберет по итогам всех туров наибольшее количество очков в личном зачете. В одной из игр состоялся блиц, не более 2 секунд на ход. Победителем партии стал Шамхан Давлаев, вынудивший соперника признать поражение. Игра соперника сильнейшего. Организаторы рассказывают, что ежегодный турнир делают более открытым и привлекают новых участников. Мы, когда начинали, первый раз проводили этот турнир в 2005 году, впервые мы надеялись, что когда-нибудь достигнем такого уровня, что наши участники, тем более мы вначале допускали всех желающих. Потом приняли решение допускать только членов профсоюза. Потом приняли решение, что надо допускать членов профсоюза, которые не являются профессиональными шахматистами. И в конце концов сейчас даже те, кто имеет второй разряд по шахмату, мы их не допускаем. И более того, победителей и призеров прошлых турниров тоже не допускаем с целью, чтобы было как можно больше победителей и призеров. После всех встреч определились лучшие в нескольких номинациях. Иса Сакаев первенствовал в индивидуальном разряде по сумме баллов. Гордостью, честью, первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, турнир выиграть, дал Азат Обл Дольчин, Хуза Лоузера. Других обладателей пальм первенства и призовых мест также наградили ценными призами. Турпалали Тайсумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотри». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.